Праздник Айрана – одно из самых масштабных событий, представляющих культурный и туристский потенциал регионов СКФО и на мировой культурной арене. Программа этнофестиваля, собравшего около 5000 гостей из разных регионов страны, включала мастер-классы по изготовлению традиционного карачаевского айрана, карачаевских и балкарских хачунов, отведать которые мог каждый желающий, плюс выставки, ярмарки вязаных шерстяных изделий, киизов, платков, национальной одежды, кузнечных изделий, карачаево-балкарских ножей. С самого начала проведения фестиваля активное участие в нем принимает фонд музея имени Кезима Мичиева из Кабардино-Балкарии. К празднику они готовятся основательно, подбирая как старинные народные изделия, так и приготовленные по народным рецептам блюда. Мы к этому празднику готовимся целый год. Я считаю, это очень важно, потому что вот студенты, которые с нами приехали, активисты, люди, которые нам помогают, они целый год говорят о том, что повезем на праздник Айрана, можно мы там выступим, а можно вот это. А вот в этом году мы решили вот национальную выставку сделать и работали и днем, и ночью ровно месяц. Еще концертная программа наша. Я думаю, что нас ожидает очень такое что-то интересное, и все уедем очень довольные. Праздник Айрана на Медовых водопадах проводится с 2012 года. Его цель – познакомить гостей с многонациональной культурой нашей страны, сохранить национальные традиции, укрепить единство народов, проживающих на территории России. От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова и регионального правительства гостей фестиваля поздравил депутат парламента Карачаево-Черкесской республики Хасан Кубиев. Такие праздники важны, особенно для того, что особенно ценно это для малых народов, для сохранения своих богатейших культур, для сохранения своих традиций. Мы очень гордимся напитком айрана, еще больше гордимся то, что от айрана долгие еще в те далекие годы произвели кефир, и по сей день великая наша страна и за его пределами им пользуется. Отрадно, что в этом году 10-й юбилейный фестиваль совпал со столетним юбилеем, который отмечает наша республика. Важно, что, приезжая сюда, гости из других регионов знакомятся с нашей самобытной богатой культурой, традициями, людьми, которые здесь проживают, и, конечно, с природными красотами Карачаево-Черкесии. Очень прекрасный фестиваль. И особенно приятно, что он совпадает со столетием нашей республики. Карачаево-Черкесия, как вы знаете, в этом году отмечает свои 100 лет. И 10-й юбилей – это символично и приятно, что такое важное совпадение. Я желаю этому фестивалю, чтобы также они могли отметить свое столетие, столетний юбилей. И это очень важно не только для людей, которые проживают в Карачаево-Черкесии, но и для тех гостей, которые приезжают к нам и знакомятся, трогают нашу культуру, самобытные традиции видят и воочию могут увидеть те красоты, которые у нас есть в нашей республике. А еще гости фестиваля могли познакомиться с особенностями карачаево-балкарского быта. На фестивале были представлены несколько музейных экспозиций и частных коллекций. Праздничную атмосферу поддерживали яркие концертные номера национальных коллективов Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Но самым ожидаемым мероприятием стала дегустация айрана, который приготовили в 500-литровом чане по старинному народному рецепту. Продлилось очень много лет. Всем здоровья! Праздником айрана! Бомбовски! Здорово! Очень удачно! И прямо вкус жизни! Да. Восхитительный вкус и очень полезный. Спасибо. Очень вкусно. Нежный очень. Да, и очень вкусный. Он вкуснее, чем йогурт? Да, вкусный. Он вкуснее всего. Мне понравилось ветчины, речка и водопады. Да. Лошадка и еще котов увидел. Я попробовал айран, он был очень вкусный.
Марьям Баташева готовила оживительный напиток в течение 2 дней по старинному рецепту, которым поделилась и с нами. Для тех, кто не знает кавказскую и, в частности, карачаево-балкарскую кухню, вряд ли будет понятно, почему в названии фестиваля есть слово «айран», почему в названии мероприятия присутствует этот напиток, а ведь он является символом гостеприимства карачаево-балкарского народа. Первый день мы ее заквасили, так как он должен был остудить, мы должны были этот айран. Если бы мы в первый же день его открыли, он бы не получился таким густым и вкусным. И вот на второй день он у нас получился такой прекрасный вкусный айран. Напиток наш, национальный напиток. По уже сложившейся традиции на фестивале состоялись различные народные забавы и конкурсы, а также был презентован ежегодный информационно-аналитический альманах «Карачая Хорс», рассказывающий о лошадях карачаевской породы. 10 лет назад, попробовав организовать фестиваль карачаево-балкарской кухни на Медовых водопадах, организаторы учли, что айран – это национальный кисломолочный напиток, и решили популяризировать его. Есть башкирский мед на первом месте, потом идет тульский пряник, адыгейский сыр, ну есть ряд этих. И я считаю, что сейчас кефир и айран может там 5 по России как гастрономический этот бренд выйти, и решили популяризировать. Посетители фестиваля смогли не только узнать рецепт айрана, но и отведать напиток, а также другие блюда карачаево-балкарской кухни. Впрочем, сами они считают, что этот праздник нужен не столько для демонстрации искусства приготовления вкуснейших блюд, сколько для сохранения народных традиций. Асет Мамаева и Барануков, Архыз 24.